когда речь идет о Бату, его современники, ну, вроде бы как и не называли ханом. Ну, надо сказать, что они не называли ханами и других сыновей Чингисхана и правителей. Но в традиции и исторической, и народной сохранилось одно из имен Бату, как Саид-хан. То есть, если перевести на русский язык, то это такой, можно сказать, сиятельный, знаменитый хан. Такой передача его титула и имени в тюркской традиции. И ну, это даже вошло и в русскую традицию, в частности, в казанской истории, там как раз тоже имя Бату нет. Ну, Баты он называется, и в другом месте как Саид-хан. То есть речь идет о том, что уже одно это заставляет говорить, что все-таки ханом называть его можно. Здесь есть и другая коллизия, которая связана с, собственно, с Бату. Дело в том, что он не был старшим сыном Джучи. По тем генеалогиям, которые нам известны и которые довольно близки по времени к жизни этих самых людей, Бату-хан был вторым в роде Джучи. Первым был его брат Орду. После Бату-хана шел Берке, ну и так дальше, там целый ряд других, всего по разным данным от 13 до 15 сыновей Джучи. Вот вопрос, почему Чингисхан назначил не старшего сына, а именно Бату, ну, вызывает большие вопросы. Никто не ожидал, что монголы начнут поход на своих противников зимой. Обычно считалось, что зимой, ну, все войны прекращаются, все расходятся на зимние квартиры, а вот летом уже собираются армии и воюют друг с другом. А монголы в этом смысле поступили очень нетипично. И на Волжскую Булгарию они напали, видимо, с разных сторон, разными колоннами, и двинулись сразу на столицу, на Беляр, осаждали, ну, источники молчат об этом, но ясно, что ее Беляр осаждали и взяли прямым штурмом, и город был полностью уничтожен, и жизнь на нем не возобновлялась. После этого они такой загоном прошли, разрушая все другие города, но те, кто сдавался, очевидно, вот, допустим, город Болгар, скорее всего, не был разрушен, там нет следов разрушения, но все другие довольно сильно пострадали. А города, вот мы говорили, что Субудай потерпел поражение в Пасурии, вот все города в Пасурии, булгарские, были полностью уничтожены, и полностью население было вырезано. И после этого на этой территории вплоть до 16 века никакого населения не было. Даже Улус-Мукша был построен гораздо севернее от этих самых. То есть Субудай, конечно, жестоко отомстил за свое поражение. Этот поход завершился зимой 1237 года, и буквально этой же как раз зимой монгольские войска вторглись на территорию Рязанского княжества, осадили Рязань, взяли ее в течение 3 дней и двинулись дальше. И тут русские князья поняли, что нужно организовывать сопротивление, и Владимирские войска и остатки рязанских княжеских дружин собрались под
Коломной. И вот первый и последний раз русские войска вступили в полевое сражение с монголами именно под Коломной. Детали этого сражения, к сожалению, и в сокровенном сказании, и в русских летописях, которые были исправлены, почищены в конце XIII века, поэтому не все они аутентичны и достоверны. И поэтому сведений о них не так много. Но очевидно, что это было какое-то грандиозное сражение. Достаточно сказать, что во всем западном походе не погиб ни один чингизид. Один чингизид погиб и именно в этом сражении. Сын Чингисхана Кулькан был убит в этом бою. Удивительный факт. Битва при Лигнице, в которой монгольские войска разгромили объединенную армию чехов, поляков и немцев, саксонцев, случилась буквально за 3 дня решающей битвы на реке Шайо, где был разбит король Бела IV венгерский. Совпадение, как говорится, не думаю. Тем не менее, войска двинулись дальше, была захвачена вся Венгрия, и монголы после этого двинулись, стали штурмовать крепости в Далмации. Некоторые говорят, что вот они просто случайно зачем-то пошли в эти самые крепости. Они искали венгерского короля. Им хотелось, и в общем правильно, если был бы убит венгерский король, то вся территория Венгрии была бы частью их владений, и они бы там установили свою власть. А то, что они не смогли найти венгерского короля, привело к тому, что им и не удалось закрепиться на территории Венгрии, несмотря на то, что там довольно благоприятные, то есть степные условия. Возвращаясь в степи и налаживая жизнь в завоеванных территориях, предполагалось, что через год или 2 этот западный поход будет возобновлен. Но история распорядилась по-другому. Избрание после смерти Угадея, избрание Гуюка застопорилось, потому что часть чингизидов была резко против. Получилась там внутренняя борьба с внезапными смертями разных претендентов. Но тем не менее, все-таки Гуюк был избран. И, конечно, он, памятуя о конфликте с Бату, конечно, отказался проводить и участвовать хоть какие-то походы против Запада и давать какие-то войска Бату. Соответственно, Бату ничего не оставалось, как, вернувшись в степь, начать налаживать жизнь, то есть на той территории, которая была уже завоевана. И вот именно с этого времени, можно сказать, с 1243 года, начинается, собственно, устройство империи. Именно поэтому в 93 году как раз отмечалось 750-летие образования Золотой Орды. Мы уже говорили, что как раз это не совсем правильно, потому что Золотая Орда возникла задолго до этого. А здесь произошло уже формирование вот этой самой территории, которая протянулась от Иртыша до Подунавья и на юге от Приоралья, от Кавказского хребта до фактически Северного Ледовитого океана. Можно сказать, от Белого до Черного моря.